Спасатели позвали в гости. Госкомитет ПЧС инициировал челлендж, направленный на популяризацию профессии. В учебный центр пригласили журналистов и блогеров, чтобы показать, как проходит обучение спасателей. Подробности в материале Анастасии Чебаевой. Я ему ломаю что-то там, да? Уже в какой раз? Да, вот она, реберная ДК идет. Без моей помощи выжить у него было бы куда больше шансов. Принцип «не навреди» важен не только медикам. Казалось бы, простые действия, которые многие не раз видели в фильмах, но надо постараться, чтобы их правильно повторить. Тут главное рассчитать силу и точку нажатия. 27, 28, 29, 30. Молодец. Для спасателей это, конечно, самое простое. Оказывать медицинскую помощь учат в учебно-методическом центре. Специалисты должны быть готовы ко всему, и к химической опасности тоже. Проверить мы решили и себя, за сколько времени наденем специальный костюм. Конечно, засекли. Они все уложились. В нормативы уложились, но что-то подсказывает, что минуту-другую преподаватели просто решили скостить. Большая часть учеников центра – это молодые ребята, но кардинально изменить жизнь, посвятив себя спасению людей, можно и в 55, как это сделал Дим Юсупов. Но несмотря на возраст, нормативы он сдает наравне с коллегами помоложе. Хотелось людям сделать хорошее, спасти кого-то, помочь. По возрасту уже чувствуешь, что-то должен делать. Спасти человека можно и по телефону. Обучают диспетчеров здесь же. Они спасают и словом, и скоростью оформления вызова. У каждого есть свой личный рекорд. Гульнара до работы в службе спасения была волонтером в Лиза Алерт и занималась поиском людей. Например, обработка скорой помощи в среднем занимает от 30 секунд и до 50, до минуты. То есть диспетчер должен звонок обработать. Рекорд у меня личный, да, прием скорой помощи 27 секунд. То есть это принять, заполнить полностью все графы. Очень часто бывает, звонят взрослый пожилой человек, и он вот прям кашляет сильно, задыхается. Мы стараемся как можно быстрее соединить со скорой помощью, чтобы скорая быстрее отреагировала и приехала. Самые светлые и трагичные случаи соседствуют в местном музее. Здесь и истории счастливых спасений, побед, и события, которые до сих пор тяжело вспоминать без слез. Преподаватель Рушания Гафурова создала уголок памяти погибшим в железнодорожной трагедии в Улутиляке. Истории собирала у очевидцев событий. Рассказывали ребята, которые с Краснодарского края ехали, а им 14-17 лет помогали собирать черешню, тоже до дома не доехали. Других, наоборот, наградили путевками. Отдыхать не все остались, конечно, живы не все. Вся Башкирия поднялась на сдачу крови, все. И не только Башкирия, и Казани, и Челябинска, и Москвы. Все принимали участие. Учебный центр дает хорошую подготовку, но главному спасателей не научат нигде. Если просто так не приходит спасательное формирование, как спасатель, это, наверное, призвание, вот так я вас скажу. У нее душа, что было, и он должен стремиться для того, чтобы спасти этого человека. Вот самое главное. Обучение в центре проходит не только спасатели. Студентами часто становятся сотрудники ведомств, учителя ОБЖ. За год преподаватели обучают около 7 тысяч человек. И каждый из них в случае чего может спасти чью-то жизнь. Анастасия Чебаева, Владимир Шевчук, Родион Матвеев. Новости. Уфа.